Как помочь нуждающемуся? Чем занимаются в клубе «Ясмин» и сколько лет прожил Николай Чудотворец? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Ежегодно 19 декабря мировое сообщество отмечает Международный день помощи нуждающимся. В России помощь нуждающимся традиционно осуществляют благотворительные общественные организации и православная церковь. Незаметно и без помпы, изо дня в день, не оглядываясь на календарные праздники. В Бирской епархии действует отдел по благотворительности и социального служения. Развивается сестрическая служба. Наша трапезная существует уже 5-й год, с 15 октября 2015 года. Мы готовим здесь для бездомных, для малоимущих и для семей, имеющих много детей, многодетных. Готовим обычно кашу, компот. Нам дают хлеб безвозмездно. Когда открываем крышку, мы обычно всегда молимся, читаем молитву «Отче наш». «Отче наш, жиси на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, як уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». У нас бездомных от 8 до 12 человек, а остальные приходят родители или бабушки, берут для своих внучат, детей, для инвалидов еду. Где Люба? Говорит, мама, Оксана зовут, да? Да. Тамара, держите. Не Тамара, да, Оксана, да? Я Оксана, да. Да. Так, ребят, подходите. Угу. Так, следующий подойдите. Что там? Ну, что там стоит? Не бойтесь. Да, вкусно. Большое спасибо нашим сестрам милосердия, нашей церкви, всем церквям нашим спасибо. Кормят нас вкусно. Спасибо благодарным, поддерживают нас. Также социальный склад поддерживает и трапезная поддерживает. Спасибо им большое. Дай им Бог здоровья. Дай им Бог здоровья. Ну, они же оттуда, сверху, должны нам Бог в чем-то помогает. Важной является забота о пожилых людях и инвалидах. Это наш долг по отношению к старшему поколению по заповеди Христа. «Почитай отца твоего и мать твою». Эта миссия в Бирской епархии выполняется в виде духовного окормления прихожан в домах-интернатах для престарелых и инвалидов. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Молебную комнату нам выделило учреждение, вот этот маленькую, да. Мы ее сами оборудовали. Они нам сделали ремонт, а мы обустроили иконами. Иконы маленькие, как бы алтарь у нас здесь получается. И здесь проходит у нас причастие. В месяц-полтора, значит, каждый месяц или полтора месяца в течение мы причащаем. Батюшки приходят несколько, мы причащаем здесь, которые ходят. И у нас еще есть лежачие по комнатам. Причащается более 30 человек. У нас работа здесь много ведется, и другой какой-то работа, да. Мы посещаем еженедельно, посещаем их. Они нас ждут, очень ждут. Рады, когда мы приходим, и беседы с ними проводим, и индивидуальная. И перед праздниками я провожу беседы, приходим о святых, о праздниках, кому когда. На крещение и Пасху мы им дарим подарки очень скромные, куличи, яйца в церкви собираем всегда. И от сестричества очень скромные подарки. Но абсолютно всем проживающим, не только православным. Вывозили их в лес за травками, на источник, водичку.
и возим в церковь, когда привозят какие-то святые мощи, святых мощи, значит, они выделяют автобус, и желающие, или кто вот движется, у них на сегодня есть автобус очень хороший, который с подъемниками, и возят по церквям. Наше сотрудничество, переходящее уже в дружбу, я так понимаю, началось уже давно, если заглянуть в историю. С 2015 года мы работаем уже на официальной основе, то есть заключив соглашение с Бирской епархией и созданным обществом «Сестричество милосердия». Работа ведется духовно-просветительского плана. Сначала она была эпизодическая, разовая, потом мы написали проект «Свеча», который потом перерос в программу, большую уже программу социокультурного, духовного назначения, называется «Светоч», которую мы сейчас по сей день реализуем. Ну и имеем определенные успехи, все благодаря именно этому тесному взаимодействию, тесному сотрудничеству, которое порой выходит за рамки соглашения и программных мероприятий, потому что это намного глубже, намного шире, намного значимее для нас и для наших бабушек и дедушек. Ну, потому что человеческий механизм – это самый сложный механизм, человеческая душа, да, человеческая психика, мы знаем, работать с ней намного сложнее, чем с компьютером, мы тоже это знаем, да. И только благодаря сестрам милосердия, благодаря батюшкам, которые нас посещают регулярно, благодаря консультации и поддержке по телефону в неурочное время, мы тоже люди, обращаемся за духовной поддержкой к ним. Только благодаря вот этим общим усилиям я считаю, что это благое, хорошее дело, самое главное, на пользу нашим проживающим. В свои преклонные годы они нуждаются не только во внимании и ласке, но и в Слове Божьем. Работа направлена на то, чтобы дать пожилым людям утешение, привести к покаянию. Были это все, да. Сегодня мне принесли читать. Вот я пока еще не прочитала их. Читать буду. Вот еще одна. Наше сестричество милосердия, община сестричества милосердия была создана в октябре 2015 года. И наш духовный наставник, отец Сергий, протоиерей отец Сергий Рожаков. Вот у нас 4 направления служения. Одно из них социальное, это посещение дома престарелых ветеран 1 раз в неделю. Медицинское направление, это посещение больных в больнице. Посещаем мы тоже 1 раз в неделю. Помогаем священникам проведение таинств, причастия, исповеди, соборования. И еще одно направление, детское направление, это работа с детским домом. Вся работа там направлена на духовно-нравственное воспитание детей. И еще одно направление – кормление бездомных. Кормление бездомных, малоимущих и многодетных. Сколько живет человек на Земле, столько и существует разных болезней, с которыми приходится бороться. В наше время медицина и лекарственные препараты достигли высокого уровня. Казалось бы, от такого прогресса и изобилия в выборе мы должны меньше болеть и быть здоровее. Но, к сожалению, все не так, как хотелось бы. Люди все больше и чаще болеют неизлечимыми болезнями. В настоящее время в медицине начинает развиваться как отдельное направление паллиативная помощь безнадежным больным. В городской больнице Бирска работает такое отделение, где сестры милосердия помогают больным людям. Также на этаже паллиативного отделения воссоздается домовой храм с вратами и алтарем, где в будущем планируется проводить полноценные литургии. Наше отделение вот для таких тяжелых больных с тяжелыми недугами было организовано 6 лет тому назад. И начав работать с такими пациентами, мы столкнулись с проблемой такой, что им нужна не только наша медицинская помощь, поддержка, не только врачи и медицинские сестры, но и нужна им духовная поддержка. Поэтому по согласованию с епархией сначала в этом отделении была организована молитвенная комната, где к нам приходили в отделение сестры милосердия, которые вместе с пациентами общались, помогали и ухаживать за ними, общались с самими пациентами, с их родственниками,
родственниками оказываем всяческую такую моральную, духовную поддержку. Затем уже вот в течение 2 лет епархия обустраивает вот храм. Такая помощь нам, безусловно, нужна, потому что человек, которого тяжелое заболевание, он, конечно, хочет, чтобы у него была такая помощь, поддержка. Где-то он нашел доброе слово, совет какой-то. Поэтому мы считаем, что это очень необходимо. И кроме того, что это пациенты сюда приходят нашего паллиативного отделения, сюда же приходят и пациенты из других отделений, те, кто хотели бы побывать здесь, значит, помолиться, ну, как-то вот найти такую духовную поддержку. Православная церковь с материнской любовью относится к своим верным чадам и всем без исключения людям, нуждающимся в сочувствии, любви, заботе и милосердии, и не может не уделить особое внимание тем людям, которые в силу тяжелых, неизлечимых болезней испытывают физические и духовные страдания. Ей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, и да несут мне будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душой же и телом, от еже недостойнен тем причащайтеся, но дашь мне даже до конечного моего издыхания не осужден воспринимать и части тайн Твоих. Наше отделение на 20 коек, одно из них детская койка. В нашем отделении лечатся очень тяжелые больные, которые перенесли инсульты, после инфаркта и после с хроническим болевым синдромом. Они требуют всегда не только лечебную терапию, помощь, но и требуют всегда поддержку, которая вот оказывается сейчас у нас духовными людьми. Поэтому вот то, что у нас молитвенный день, у нас в четверг проводится, это очень большая поддержка для наших больных, которые с нашим лечением и плюс духовной помощью они получают облегчение. Большое спасибо за то, что у нас открылся такой храм. Церковный опыт служения страждущим от неизлечимых болезней оказался востребованным. Медицинские учреждения вместе со священниками и сестрами милосердия приходят на помощь. В нашем отделении есть сестры милосердия. Они очень помогают пациентам и духовно, и физически, и морально их поддерживают. Они как психологи, они подходят к ним с такой точки зрения, что как бы говорят, не таблетка лечит, а слово лечит. Вот они как бы ухаживают за ними, приводят их в духовный мир. Кроме сестер милосердия, к нам еще приходят батюшки. У нас проходит исповедь, как бы, причастие, соборование. При этом храм у нас как бы приходят в отделение пациенты. Если который пациент находится на лежачей койке, то у постели больного у нас батюшка исповедует, причащает, соборует. Жизнь устроена так, что нам во многих делах нужна помощь других людей. И в христианской духовной жизни не обойтись без помощи тех, кто имеет больший, чем мы, духовный опыт или просто способен подать нам хороший совет со стороны о том, как соотносятся заповеди Божьи с нашими жизненными обстоятельствами и как нам лучше приступить к их исполнению. Одна из заповедей, которую Господь нам дал, это «возлюби ближнего своего, как самого себя. Почитай отца своего и матерь свою, и долголетен будешь на земле». Если не будет уважения к ближним нашим, к нашему окружению, не будет почитания любви и уважения к родителям, то дети будут потеряны. Милосердие может проявляться очень по-разному, но в сущности всегда означает лишь одно – взять на себя часть чужого страдания. Причем, заметьте, добровольно взять, без всякого принуждения. Наш клуб «Ясмин», мы занимаемся уже, в принципе, я в этом клубе уже 6-й год. Так получилось, что болезнь объединила нас. В клубе проходят всякие психологические тренинги. Занимаемся творческими поделками, то есть разными. Смехотерапии бывают у нас. То есть приходят люди, от которых чему-то можно научиться. Очень весело проходит и познавательно, позитивно, потому что творчество и позитив помогает, конечно, людям жить. Основная цель создания клуба – помочь людям с тяжелыми диагнозами поверить в свои силы, вернуть позитивное отношение к жизни, раскрыть потенциал и реализовать свои таланты с помощью творчества.
Мы занимаемся и рукоделием, и у нас общение происходит. Общение – лучшее лекарство, потому что женщины после операции в основном замыкаются на себе, стараются не выходить никуда, ничего. А мы организовали так, что они теперь общаются, дружат, живут полноценной жизнью. Я отношусь к ним с любовью, трепетом и глубоким уважением, как к людям, которые прошли в жизни какую-то очень печальную, может быть, очень трагическую точку и нашли в себе силы встать с колен, вот так, если высоким штилем, встать с колен, разогнуться и идти дальше. Есть у нас и те, кому чужие беды не кажутся такими уж далекими. Люди, оказывающие посильную помощь инвалидам, несмотря на все проблемы и кризисы, существовали и продолжают существовать. В наше время стало так модно говорить о благотворительности, о милосердии, о сострадании, но, к сожалению, многие думают, быть милосердным – это значит кому-то взять и привезти мешок денег. Ну, все понимают в глубине души, что это неправильно. Быть милосердным и сострадательным – это просто оглянуться и помочь тому, кому чуть-чуть хотя бы хуже, чем тебе. Я вот с удовольствием просто горжусь, что знакома более 10 лет с замечательной семьей, которые не на словах, а на деле являются символом милосердия, символом сострадания. Это наши уфимцы, семья Кутлуевых. В 2007 году мы начали сотрудничество с нашим республиканским онкологическим диспансером. И вот дальше уже вот это у нас сотрудничество, скажем так, и с онкодиспансером, да, и клуб мы создали. Мы предоставляем помещение в субботу раз в месяц. Приглашаем еще специалистов, да, вот по смехотерапии. То есть это тренеры, которые, внешние тренеры, которые приходят за определенную плату, проводят занятия, да, вот. Соответственно, тоже вот мы поддерживаем такие мероприятия и приглашение таких специалистов. Всего небольшим каким-то своим участием мы помогаем вот женщинам обрести радость и стремление дальше жить и верить в лучшее. Поэтому каждый раз, каждая встреча нам, скажем так, такое даже удовольствие некоторые приносит, что мы можем чем-то, да, помочь, видя как раз вот эту вот радость в ответ. В 2007 году все это началось и до сих пор продолжается, чему мы очень рады, что имеем возможность поддержать наших женщин и в обратную сторону поучиться у них жизнелюбию, какому-то даже драйву. Сколько можем, столько будем помогать. Нам выпало такое счастье – собираться раз в месяц и говорить о своих проблемах, о своих каких-то желаниях, чаяниях. Вот даже когда проговоришь что-то на людях, домой приходишь, да ерунда. Понимаете? Вот этим мы занимаемся. Бывает и хуже, да бывает и хуже. Вот этим мы занимаемся. Жизнь стоит того, чтобы жить. Я принесла подарок. Люди, борющиеся со своими болезнями, встречаются часто. Ограничение возможностей накладывает свой отпечаток на их характер. И, пожалуй, самое сильное их желание – быть полезным. Я бы хотела посоветовать людям, кто, в смысле, болен, и не замыкаться прежде всего в себе, чтобы быть общительным, много гулять, много общаться с природой, с интересными людьми, посещать какие-то выставки, музеи, смотреть только позитивные передачи, не сериалы, не мыльные оперы, потому что постоянно мы у кого-то учимся. Вот как Кончаловский сказал, каждый встречный мой учитель. Это на самом деле так. То есть можно даже у негатива выучиться чему-то позитивному. Не знаю, у нас все творческие люди, и всегда хочется быть благодарным, что рядом с тобой интересные, обычные, простые люди, которых объединила, по сути, болезнь нас объединила. То есть мы живем как бы по автомату, как в колее. Немножко отойди, оглянись на себя, на свое общение, на свое общество, как ты относишься, как к тебе относятся. И по-другому совершенно чувствуешь эту жизнь. И чувствуешь, что она прекрасна.
Христианство считает пренебрежение талантами грехом, а максимальную самореализацию талантливого человека в избранной им сфере деятельности – добродетелью. Значит, совершенствовать свой талант можно, нужно и должно, именно потому, что это угодно Богу. Талант – некий дар, настолько важный, что от результатов обращения с ним прямо зависит судьба человека. Остается только вздохнуть, посмотреть каждому телезрителю в глаза и сказать: на секундочку опомнитесь, просто оглянитесь вокруг. Вспомните, кто живет рядом с вами, вспомните, кто живет на соседней площадке, на другом этаже, кто живет за забором. Пожалейте самого близкого, пожалейте самого чужого. Будьте милосердны, будьте сострадательны. Ведь быть добрым – это так просто, но это такое сказочное наслаждение, которое вам обязательно захочется испытать еще раз. Помогать обездоленным и защищать слабых во все времена – это есть милосердие и любовь к ближнему, которая требует больше практических дел, чем слов. В Евангелии Христос призывает нас к делам милосердия. Конечно же, в нашей заботе, любви нуждаются многие люди, оказавшись в трудной жизненной ситуации. Это, конечно, люди престаревшие, люди, которые заболели, люди, которые находятся в местах лишения свободы. И также те, кто проходит, например, и службу в вооруженных силах Российской Федерации. Церковь всех их окормляет, кто, конечно же, желает. То есть и при воинских частях, и при больницах, и при тюрьмах существуют церкви, существуют молельные комнаты, где, в общем-то, священники окормляют, и совершается богослужение, и различная помощь, в том числе и материальная. В общем, ко всему к этому нас и Христос призывает. Но не обязательно быть священником, не обязательно находиться где-то при церкви, чтобы творить дела милосердия. Абсолютно любой человек к этому призван, поэтому каждый из нас имеет по соседству или родственника, который нуждается в нашей заботе и, прежде всего, в нашем внимании. То есть, если даже не прийти навестить кого-нибудь больного или одинокого человека, то, по крайней мере, у всех у нас есть возможность позвонить и просто поговорить и поддержать словом. Вам под настроение... Люди, которые нуждаются в поддержке и понимании, есть везде. Нужно только оглянуться вокруг. Было бы здорово, если бы каждый человек поделился бы с ними своим теплом и общением, без жалости и страха. Ведь каждому человеку необходимо чувствовать себя нужным и желанным. Спасибо большое, спасибо. – 19 декабря Русская Православная Церковь отмечает День святителя Николая Чудотворца. Николай Чудотворец – один из самых великих святых, почитаемых во всем христианском мире. Из жития мы знаем, что множество различных чудес было во время его жизни, во время его проповеди, во время его служения. И, конечно же, еще больше чудес произошло уже по его молитвам перед его святыми мощами. И поэтому сейчас вот до сих пор так сильно почитают, и очень много людей приходит на богослужение в этот день помолиться Николушке. В самой Римо-католической церкви нет такого почитания, как у нас, да. И совсем недавно даже у них была собрана комиссия по поводу, что усомнились, что в житии слишком много чудес, и даже собрали комиссию по деканизации, да, как будто бы решить, что, в общем-то, такого святого на самом деле не было. И в мощи скрывались его, и, в общем-то, были исследования проводились. Ну, кстати, по поводу этих, они были исследования достаточно объективными, и, например, подтвердился такое чудо, как мироточение, то есть от мощей святого Николая до сих пор изливается мира. И это чудо происходит в наши дни до сих пор. 19 декабря, в день святителя Николая Чудотворца, во всех храмах пройдут праздничные литургии.